Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. В Якутии завершился кадровый конкурс «Якутия вперед». Более 600 участников подали свои заявки и прошли несколько отборочных туров, после чего было выявлено 25 победителей, которые вошли в кадровый резерв республики. Сегодня мы подведем итог конкурса и узнаем у абсолютных победителей, это трое лучших по итогам всего конкурса, что им дал этот конкурс. Ну, вот первый вопрос, наверное, к организаторам. Да, как вы оцениваете уровень проведения конкурса, уровень подготовки участников? Ну, кадровый конкурс «Якутия вперед» проходил в течение порядка 3 месяцев. Сейчас мы не можем сказать о том, что он завершился, потому что 25 финалистов, они были победители, они были рекомендованы в кадровый резерв. И буквально на следующей неделе мы узнаем уже список, окончательный список победителей, которые вошли в кадровый резерв. То есть не все из них войдут? Все 25 войдут, но будут все-таки этот список утверждаться. Работает сейчас республиканская комиссия, которая курирует вот эту вот кадровую работу под руководством руководителя администрации главы Георгия Николаевича Михайлова. Ну и 25 человек, они будут утверждены. Ну, как все знают, первый этап у нас проходил, это прием заявок с 1 июля. В течение месяца шел порядка 600 заявок у нас на кадровый конкурс поступило, что действительно очень радует. И уровень участников, он достаточно высокий. В списке участников были и руководители органов исполнительной власти, и руководители органов местного самоуправления, руководители промышленных организаций. Ну и в целом заинтересованность людей конкурсом, кадровым конкурсом, она была очень высокая. И вот буквально 21-23 сентября провели финал конкурса. Финал конкурса у нас проходил на родине нашего уважаемого первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева в Актемцах, в Малой академии наук, что действительно тоже было достаточно значимым событием. Но финал проходил очень активно, я думаю, и участники, победители с этим согласятся и поделятся своими впечатлениями. Были очень много активностей, работали, можно сказать, от зари до зари. С 7 утра начинался день, порядка в 10-12 вечеров он заканчивался. И, в принципе, участникам, наверное, было не до сна, и было очень много активностей. Это в течение 2 дней, да? В течение 3 дней, да. 3,5 дня шли финальные этапы. И, конечно же, хочется отметить, что оценка велась не только теми людьми, оценщиками, которые из Республики Саха-Якутия представлены, их координировали, и основную оценку вели те эксперты, которые в том числе работают и на кадровом конкурсе страны, это лидеры России. Поэтому мы считаем, что кадровый конкурс прошел на очень высоком уровне, и тот эффект, который должен был быть, мы еще его увидим. Но я так понимаю, что в финале приняли участие не все 600 человек, которые заявки подавали, ведь, да? В финале приняли участие 104 участника стали финалистами, и из них, вот, чтобы пройти этот финал, они прошли на самом-то деле очень много испытаний. Вот, оценку компетенции они проходили в августе месяце, да, оценка ценностных ориентаций проходили тоже. Это в виде тестов, да? Да, в виде тестов. Оценка трудовой мотивации тоже в августе проходили. Значит, тестирование на общие знания было. Вот. Загрузка видеопрезентации. Вот видеопрезентация самая, наверное, сложная, и много участников вот как раз именно на этом, да, отсеялись. У нас дошло 179 участников, и на этом этапе где-то вот осталось всего 83 участника из открытого набора. А вот. Что было сложного в этой видеопрезентации? Ну, там нужно было рассказать свои позиции и какие у них планы, например, на развитие Якутии, и что они видят, свое видение, например. Да? И за очень короткое время, наверное, За очень короткое время. И должно быть емкое, такое достаточно хорошее видео. И когда мы смотрели вот видео, у большого количества было на развитие Якутии планы очень перспективные были. Те, которые вот именно такую вот
презентацию отправляли, и они и вошли именно в кадровый резерв. Сложно было вообще отбирать? Очень сложно. Сложно. Почему? Потому что впервые в этом кадровом резерве, ну, конкурсе было до 55 лет участники. И именно после 35 лет было очень много поданных заявлений, ну, заявок, которые до 54 лет, если даже были вот участники, да. И те участники, которые подавали, имели все трудовой, ну, как бы стаж руководителя. В основном от 3 лет и более было. У многих был стаж уже даже больше 10 лет. Вот. С большим опытом, багажом участники были, поэтому выбирать было сложно. А зачем вот люди, которые уже руководители, ну вот вы сказали, там руководители промышленных предприятий и так далее, то есть люди с таким бэкграундом, зачем им вот такое участие в этом конкурсе? Наверное, ответят победители. Наверное, ответят участники, почему им. Ну, действительно, вот то, что Сальнара говорила, да, отбор, она рассказывала про открытый, вот когда руководители предприятий, заместители генеральных директоров и так далее, да, изъявляли желание участвовать. А в первую очередь, наверное, это действительно самореализация их, да, ну и, конечно, они считают возможным привнести свой вклад в развитие республики, да, тем самым, значит, показав себя на этом конкурсе, рассчитывает управлять, в том числе какими-то там отраслями в республике, да. А вот наш пример, я прошла не по открытому конкурсу, а по отраслевому конкурсу, да, когда комиссионно у нас на работе по нашим заявлениям принимали решение, кто будет принимать участие. А где вы работаете? В администрации главы и правительства республики. Ага. То есть вы же сами в администрации работаете, и вас же администрация рекомендовала к участию. А вот нельзя было проще? То есть вы там работаете, они видят, что вы, типа, ну, хороший работник, и включают в кадровый резерв, нет? Нет, вот как раз-таки, да. Как раз-таки ко мне коллега, вот почему я сюда пришла на конкурс, да, обратилась, сказала, что, оказывается, мне можно принимать участие в этом конкурсе. Я задумалась, и оказалось так, что в кадровом резерве республики меня не было. Поэтому я для себя приняла решение, что я буду участвовать в этом конкурсе. А потом уже среди наших заявлений сотрудников администрации уже руководство принимало решение, что выдвинуть именно вас. Да. То есть работа в администрации или в правительстве еще не гарантирует, что человек в кадровом резерве? Нет, конечно. Нет. Мой случай, например, я не от отраслевого отбора прошел, не из муниципального, по общим основаниям. То есть я, получается... То есть заявку просто на... Да, то есть я просто увидел информацию в интернете, прошел там на этот сайт «Якутия вперед», прям специально созданный. Ну и там все это закрутилось, завертелось, так сказать. Проходил отбор на общих основаниях. Ну, тоже, чтобы, конечно, во-первых, заявить о себе, что я есть такой, пройти отбор, попасть в кадровый резерв. Ну и, конечно же, желание развиваться самому и внести свой вклад в развитие республики в целом. Ну, раз уж мы начали так вот спрашивать, у нас третий победитель на связи с нами, да? С нами по скайпу из далекого Чукурдаха. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Рустам. Скажите, пожалуйста, почему вы решили участие в конкурсе? Вы глава поселка, вы и так муниципальный уже руководитель. Вот, зачем вам участие в этом конкурсе нужно было? Ну, конечно же, я повторюсь, это в первую очередь развитие себя. Во-вторых, конечно же, общение с людьми. Такие конкурсы, это, конечно же, я думал, что, я встречусь с людьми, которыми тоже относятся к муниципальным служащим, и мы будем взаимодействовать, общаться, обмениваться опытом. И, в принципе, так получилось. И, конечно же, у меня выборная должность, поэтому мои полномочия имеют срок. Поэтому, конечно, иногда стоит задуматься о том, что будет дальше после окончания своих полномочий. В том числе и одна из причин.
Ага, спасибо, Рустам. Что-то у нас в Чекурдахе, конечно, с интернетом пока не очень, вот, но тем не менее основное мы услышали, да, его мотивы. А вот кто готовил задания для участников? На что вот вообще ориентировались? Ага, задания были все разные, так сказать, да. Как говорила вот Надежда Вячеславовна, то приезжали у нас оценщики, значит, Марина Аверина, это лидер России, там эксперт, да. И вот они готовили у нас задание. Было 7 компетенций: человекоцентричность, правосознание, там, объединение людей смотрели, ответственность, системное мышление, саморазвитие. И вот эти части они смотрели как бы на ключевых ценностях по модели компетенций. Да? Там как было. Значит, группа участников работает, например, в командной работе, а оценщики ходили, оценивали, смотрели, как они, вот системно ли мышление у каждого, второго, там по баллам ставили, например, да, ответственность смотрели по кейсам, например, насколько они ответственные вот решения принимают. Или человекоцентричность, какие вот у них есть предложения по развитию человекоцентричного, вот, например, направления в республике, да, в государстве. И вот такие разные направления по моделям 7 моделям компетенций оценивались. Ну, я понимаю, что вот на первом этапе, как вы сказали, были тесты, да, а вот сам финал, собственно, там же какие-то были непосредственные задания. Там тоже участники ходили, как ЕГЭ, вот сдавали как зачеты, экзамены. Они и поодиночке сдавали, и в командном сдавали, и по тройке, по двойке, в разных командах даже отрабатывали. В большой команде тоже была работа, поэтому очень насыщенная программа была по оцениванию их компетенций. То есть смотрели взаимодействие, в том числе умение работать в команде, да? Кстати, я хочу сказать, да, подметить, что Марина Аверина, и их приезжало где-то 6 человек, ну, оценщиков, и они сказали, очень высокий потенциал нашего кадрового резерва. Сказали, что у наших, ну, вообще участников потенциал даже выше, чем у лидеров России. Поэтому они еще рекомендовали, чтобы наши участники приняли, значит, на таких конкурсах обязательное участие. Как лидеры России. Да. И могут занять самые вот высокие тоже позиции. Поэтому сказали, такие вдохновляющие потом, ну, как бы отчет нам делали, да, и мы не ожидали, что они оценят прямо по таким как ответственность, например, да, человекоцентричность, клиентоориентированность и как системное мышление. У наших очень высокая оценка. Вот. Отлично, давайте продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это Якутия Лайф. Мы продолжаем обсуждать итоги кадрового конкурса «Якутия вперед». Ну, если я правильно поняла, основное отличие от игры «Министр» — это именно то, что повысился возрастной ценз участников, то есть не до 35, не молодежь, Игра «Министр» тоже хорошая игра, но в основном это было оценивание команды. Вот, командные таланты Якутии тоже командами оценка была. А тут уникальность этого проекта — индивидуальная оценка. Каждого оценивали индивидуально. Поэтому это Якутия вперед прямо-таки первый уникальный, наверное, кадровый конкурс, который показал именно индивидуальный успех. Поэтому у нас есть 3 победителя абсолютных, не командами, а индивидуальными победителями, вот, которые входят в кадровый резерв. А вот это вот вхождение в кадровый резерв, оно вообще гарантирует, что работу предложат в правительстве? Или что это? Почему туда все так стремятся? Ну, назначение это все равно происходит. В первую очередь смотрят тех претендентов, которые есть в кадровом резерве. В первую очередь. И шанс попасть, назначиться и так далее, он увеличивается в разы, если ты в кадровом резерве. Я, например, тоже была в кадровом резерве, победителем кадрового конкурса, включили в кадровый резерв, ну и дальнейшие назначения. И, в принципе, если мы говорим о тех победителях, которые есть по итогам проведения вообще кадровых конкурсов, да, то мы действительно видим очень таких значимых лиц, которые в том числе руководят нашей республике. В первую очередь мы всегда говорим о генеральном директоре Алроса, да, Павел Марыновичев. Это первый победитель кадрового конкурса «Министр».
2009, по-моему, года. И практически очень большое количество министров, которые сейчас в составе членов правительства, очень много заместителей министров, которые были назначены. Ну и, в принципе, те руководящие позиции и учреждения, организации, и органов местного самоуправления, очень много победителей кадрового конкурса, не только победителей, но и участников. Если, в принципе, вот, допустим, как Сайнара Анатольевна сказала, это была командная игра, но команда могла не победить, не стать там финалистом, но человек все-таки проявил себя в игре, и его могли заметить. Сейчас же действительно это оценка каждого человека. То есть если оценочные этапы в третьем, в финале, они проходили, допустим, в групповой работе, то обязательно там были оценщики, не менее 2 оценщиков, которые следили за каждым человеком и индивидуально тоже, то есть за каждым движением наших финалистов следили оценщики, ну и давали соответствующую экспертизу. Мне вот еще интересно, хочу у участников спросить, по итогам вот этих вот, ну, оценок, они же вам на руки выдали эти оценки, вы же получили? Пока на сегодняшний день нет. Нет еще, да? Результатов, да? По промежуточные вот эти нет? Да, тоже промежуточные, первому? вот эту оценку они получат только после 7 октября, когда вот как раз кадровый резерв, весь приказ выйдет и так далее, и тогда мы дадим весь этот оценочный лист. Значит, А там будет что написано? Там как раз вот 7 компетенций, и в какую сторону у них компетенции вот развиты. Значит, еще рекомендации, в какую сторону им развиваться лучше. Значит, ну, сразу скажу, очень интересный будет результат, конечно, по моделям компетенции. Мы когда вот отрабатывали и смотрели примерно, какой будет вот подаваться вот по модели участникам вот такой отчет, да, то это очень интересный документ, который на много страниц. Им будет очень интересно читать про себя. Там даже психологическая сторона есть, поэтому, как бы сказать, емкий большой документ, который стоит читать и развиваться в хорошую сторону. Да. Ага, то есть они это еще получат? Конечно, это все получат. Победители? Да, или все финалисты? Все получат. Значит, и еще вот насчет министра, да, игры министра, я хотела сказать, оно же шло где-то 9 лет, и более 1000 участников было. Из них 180 были в кадровом резерве, прямо-таки, и 130 это были назначены прямо на высшие должности. Вот. Из них не только Павел Марынычев, там и все. Вот очень много министров, сейчас ныне действующих, замминистры, главы есть, замглавы. Поэтому из талантов тоже есть, которые руководители НКО, такие общественные движения, волонтерским движением, например. Поэтому это люди, которые с такой яркой позицией, сильной энергетикой, с харизмой, все вот работают у нас в руководящих должностях в основном. Поэтому я бы хотела сказать, это кадровый конкурс имеет очень позитивный эффект для развития республики. А вот вы еще сказали, что наши участники были высоко оценены как раз оценщиками конкурса «Лидия России», да, уровень наших у них участников. было с чем сравнивать. Вот. Зачем нам вот свой отдельный кадровый конкурс? Вот я знаю, что есть кадровый конкурс дальневосточный, Муравьев-Амурский, да, для Дальнего Востока. Наши тоже принимают Есть вот конкурс «Лидеры России». Конечно. То есть имеет смысл человеку участвовать во всех этих конкурсах, да, самому Конечно, лично, это как все равно, что как спортсмены. Больше конкурсов, больше это соревнований, чемпионства. Человек становится увереннее, сильнее, намного он больше перспективнее, у него работа может эффективнее идти. Вообще вот намного больше, он тренируется не только вот как психологически, да, и по моделям компетенции. Его учат даже вот участники. Участники у нас устроили хороший нетворкинг, познакомились, они друг другу дали что-то. Каждый получил от участников тоже больше, на самом-то деле. Во время общения вот за 3-4 дня вот у нас там Малая академия наук. А какие конкурсы больше всего запомнились? Давайте. Вообще, наверное, с самого первого дня очень интересно уже началось, потому что так называемый нулевой день, когда мы приехали, просто заселялись, началась такая командообразующая игра, то есть тренинги были. И там, конечно же, все начали стараться проявить себя с лучшей стороны, все были очень активные, прям,
Ага, мало, так сказать, да? И, ну, сразу стало понятно, что конкуренция там довольно-таки серьезная, что участники прям, ну, хорошо амбициозные, подготовленные, да? да, все Ага. очень амбициозные. Каждый лидер, да? Да, каждый лидер, каждый хочет себя очень, ну, хорошо проявить. Вот это вот мне очень хорошо запомнилось, и мне эта мысль, ну, всю эту мысль я держал на протяжении всей игры. Ну и очень такой хорошо запоминающийся момент был между, ну, активностями и оценками были мастер-классы проводились, и там, ну, среди мастер-классов было мастер-класс по пению, да? По-моему? Да, по Пение, вокалу. по вокалу. Вот, и для себя я вот, например, я не умею петь. Ну, года 2-3 назад, чтобы я вышел там перед аудиторией, перед людьми, стал там что-то пытаться напевать, для меня это, ну, вообще из ряда вон выходящее. Ну, вот как-то вот за последнее вот это вот время и вот на этом кадровом конкурсе вот, ну, как-то удалось выйти, даже принять участие. Вот для меня это очень такое значимое событие оказалось. А теперь будете в караоке ходить. У нас на флейте играли люди, дзюдо делали, ну там всякие эти Соревнования. соревнования, ну эти Мастер-классы. да, мастер-классы были, поэтому очень интересно было. Я, наверное, А вам что запомнилось? дополню, Да, да, да. Александра, действительно, из самых таких запоминающихся, это вот как раз-таки были не чисто вот управленческие какие-то кейсы, да, вот, которые мы решали, а вроде бы, да, совсем другая сфера, вот где-то вокал, актерское мастерство, да, плетение там защитных сеток для свошников, да, но это все, оно выходило опять же к нашим каким-то управленческим компетенциям, потому что кроме этого у нас был мастер-класс от видеографа Алексея Павлова, был мастер-класс от коуча Дмитрия Сироткина, Да, Сидорин Сидорина, да, хедлайнер у нас. это, значит, продвижению личного бренда в соцсетях, да, а потом это все, оказывается, нужно было в команде, в которой, значит, мы образовались случайным образом, да, необходимо было к концу, значит, представить видеоролик. То есть это нам нужно было сорганизоваться так, чтобы кто-то сценарий делал, кто-то видеозапись, монтаж, звук и так далее, да, и еще, кроме этого, участвовать в этих мастер-классах. И в конечном итоге вот представить видеоролик за очень короткое время. Буквально полдня, и мы это все сделали. Ага, я смотрела, кстати, эти Да, видеоролики. меня они тоже удивили, и они собрали кучу лайков, ну, как бы использовали инструменты, которые предлагал Дмитрий Сидорин, там разные хайпы начали, и я не ожидала, что столько голосований будет, и где-то 500 голосов, по-моему, да, участники сделали за один вечер. Это большого труда стоит, на самом деле, мастерства. То есть заодно и продвижение соцсетей Якутии. высшей школы инновационного менеджмента Якутии вперед. Если Рустам с нами на связи, может быть... Да, Рустам, а вам что запомнилось? Да, из... Я, скажем так, я вот когда принимал участие, цель себе четко ставил, попасть в 25. Для нас, для жителей Арктики, скажем так, да, это уже большое достижение, но то, что попал в тройку, это, конечно, меня очень обрадовало, неожиданно, абсолютно неожиданно. В конкурсе я вот, скажем, вроде бы мы индивидуально нас оценивали, но на самом деле все равно мы команда. Формировалась такая команда в конкурсах, в общении, формальном, неформальном. И поэтому вот именно вот это вот было самое, наверное, кайфовое, что вот мы все, если раньше, ну, как-то все-таки делились на команды, и обычно общение было только внутри команды, то теперь мы общались, ну, все с друг другом. Никто не знал, в какую команду попадет на следующем этапе, с кем будут участвовать, и поэтому мы все вот как-то активно взаимодействовали. Это было очень здорово. Вот это самое интересное. Угу. Спасибо. Ну, то есть именно вот нетворкинг, да, общение между участниками. Кстати, вот за 100 с лишним человек за 3 дня со всеми удалось повзаимодействовать, запомнить, как кого зовут или нет? Ну, конечно, не удалось со всеми прямо познакомиться, но самыми, так скажем, активными эта связь налаживалась очень быстро. То есть там даже во время там, обеда, скажем, да, можно хоть кому там подсесть и начать там вообще непринужденную беседу, быстро знакомишься, чем занимаешься, ну и потом уже на протяжении там, ну, в течение дня где-нибудь встретишься, уже общаешься вполне свободно. То есть
список, ну, так сказать, контактов очень сильно увеличился. У меня там, наверное, ну, примерно человек на 50, по-моему, мне кажется. Ага, а у вас, Нургуна? Ну, вот Александр привел пример. Как раз-таки за все 3 дня мы ни разу не встречались в командах, но познакомились в столовой. Да, таким образом. Нет, конечно, все 100 человек. Мы, по крайней мере, лично так не познакомились, но визуально все друг друга знаем. И все контакты у нас в общем доступе, в общей группе уже есть. И, кстати, будете тоже общаться между собой дальше. Вот мне интересно, вы вот как участник прошлых кадровых конкурсов, да, вы же говорили как-то, что общаетесь со своими до сих пор, да, поддерживаете связи. И вот у вас тоже, да, связи продолжаются, будут продолжаться, как вы думаете? У них группа есть. Группа есть, где, Группа да, есть мы уже отдельная, да. друг друга поддерживаем. да. Продолжим об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это Якутия Лайф. Мы продолжаем обсуждать итоги кадрового конкурса «Якутия вперед». Перед тем, как уйти на перерыв, говорили о таком побочном явлении, как нетворкинг между участниками. И вот Нургуна хотела что-то добавить, да, по конкурсам. Да, действительно, меня как методиста, педагога, да, очень заинтересовала та методика, которую использовали организаторы, эксперты. Да. Действительно, я так понимаю, что эти кейсы, они уже достаточно выработаны и имеющие определенные, значит, критерии оценки, да, где эксперты, значит, по тем подходам, которые мы определяем для себя, да, уже оценивали наши управленческие какие-то компетенции. Да. Для меня очень сложным было первое задание. Это индивидуальное задание, когда нас посадили в кабинеты и сказали, это ЕГЭ. Да, при этом, значит, задание было такое, что мы стали директором учреждения на определенное количество времени, да, в период отсутствия основного директора. И нам приходилось принимать решения, но для этого необходимо было кипу документов изучить, что за предприятие, чем занимается, какие у них кадровый состав, проблемы какие и так далее. И при этом достаточно очень короткое время необходимо было дать по 3 ответа на 3 задания, то есть 9, да, при этом успеть все это записать. Это не просто говорить, да, а изложить бумаги. Все наши действия, почему мы так решили, что мы предлагаем и в результате чего мы что должны получить. Да? Ну, вот самое для меня сложное было вот первое задание. А дальше уже общение с коллегами, значит, и так далее уже помогло более спокойно, уверенно идти по другим заданиям. А вот эти кейсы, кстати, они из жизни были или откуда? Ну, некоторые кейсы это были получены от лидеров России прямо таки, да, а некоторые кейсы сделаны уже под наши прямо регионы проблемы, например. Некоторые участники, наверное, встречали там прямо таки, наверное, муниципальное образование написано, там живет количество людей, ну, под какое-то муниципальное образование там прямо созданы кейсы, поэтому кейсы были один, ну, как бы базовый, это весь, которые вот в России есть ситуации, да, а есть региональные, которые у нас в Якутии только существуют проблемы. Вот. По этим ответам, конечно, у них баллы засчитывались, какие они принимают ответы, но они не просто вот галочку, как ЕГЭ там ставят, да, они еще пишут, какие они принимают решения, например. Поэтому не все решения, которые есть, есть прямо в бумаге, и там ставишь из 4 выбери там одно. Решения они брали прямо от своих идей, что они предлагают, например. Поэтому индивидуальные решения были каждого участника. Вот. Так, если взять по всем позициям, да, еще есть были ролевые всякие игры, ну, как бы про участникам, да, но они были достаточно такие емкие и быстрые, за короткое время они должны тоже были решить разные проблемы. И вот какие вот ролевые были? Давайте вот я немножко вспомню. Про ролевую игру это вы когда вот мы 1 на 1, наверное, да? Да. Да. 1 на 1. Значит, ну, у нас сжатое время, то есть нам надо было ознакомиться с определенным кейсом, ситуацией, и нужно было отыграть, так сказать, роль либо руководителя, ну и с обратной стороны в роли подчиненного. Задавалась определенная проблема. Конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация, да. Конфликтная ситуация, и нужно было ее решать. Ну вот у вас какая была?
Ну, я там подробностей не скажу, однако, ну, сначала я был руководителем. Ой, прошу прощения, нет, я сначала был подчиненным, наоборот, и мне нужно было там завоевать доверие моего руководителя, чтобы он мне дал реализовать проект, который я хочу. И вторая ситуация была, когда я был уже, наоборот, руководителем над авторитетным, так сказать, членом коллектива, и которого нужно было убедить участвовать в моем проекте. Ну, очень интересно было, на самом деле, и приходилось взвешивать, так скажем, каждое слово, потому что там что-нибудь скажешь, и оценщик там, видно, краем глаза вижу, что он прям очень много что-то записывает. И прям, ну, приходилось очень серьезно подбирать слова, очень, ну, так, ответственно подходить к решениям, которые, ну, ты принимаешь. Ну, в общем, для себя и поучаствовал, и в то же время сам за собой тоже пронаблюдал в этой активности, в этой оценке. А вот эта вот разбивка на пары, на команды внутри игры, она случайным образом была? Нет. Или... Нет, как бы сказать, мы делили как бы, именно отраслевые, там еще возраст смотрели, откуда направление, сколько лет стажа, например, да. Ага, чтобы примерно равные были да, люди, равные да? были, ага. Просто так сразу там с бухты-барахты там по алфавиту мы не делали, конечно, да, поэтому и лотерею никто не вытягивал. Там уже все разделено было. При этом, да, действительно, вот сидишь с коллегой и не знаешь, какое у него задание, да? По факту, да, у тебя целевая задача одна, у него может быть совсем другая, ты его не знаешь, да, и вот для себя принимаешь решение, что у тебя будет тактика действий такая, да, но видишь, что встречное движение, допустим, совсем другое, в другую сторону. И тебе приходится вот в это же время принять решение либо менять тактику, либо уже надавливать до конца, да, для получения своего результата, да. Поэтому я считаю, тут для каждого, конечно же, такие вот ситуации неопределенности, да, и в этой ситуации, как принимать быстрое решение, наверное, тоже много значило для оценки. А вот для решения таких ситуаций бывало так, что участники там рояль из кустов вытаскивали? Ой, много чего было. Ну, типа, да. а я там как раз по этому профилю эмоциональные прошел курсы, какие-то, да, эмоциональные а я сейчас были позвоню решения. министру. Нет, такого не было, позвоню министру, но эмоциональные какие-то были. Вот. Ну, было интересно наблюдать, конечно, это все, конечно, входит в оценщиков. Если эмоциональные там решения, тоже буду, не буду, нравится, не нравится, это уже не конструктивное решение, поэтому это тоже оценивается. Вот. Но в основном участники выбирали конструктивное решение. Почему? Потому что 56% участников все-таки были мужчины, только 44 участника были женщины, 50 на 50 почти. И женщины в основном были такое, как бы сказать, мужское, вот у них деловое конструктивное решение вот принимали больше, чем мужчины, наверное. Эмоциональности, таких решений эмоциональных не было у участников. Если так взять, то один на один они сидели и принимали решения, которые прямо-таки были на высоте. Побольше, потому что никто на них это решение не принимал, не давил, и они принимали вот никуда же за советом не побежишь, и только один человек сидит и решение принимает. И на этом вот высоте вот Аверина, как сказала, когда они индивидуально работали, настолько вот высокие баллы были, что она вот посоветовала, чтобы наши принимали участие в лидерах. Она на России. протяжении всего конкурса была, да? Да, получается? все они были. И конкурс у нас шел на 3 дня, и первый день был как бы прошлое, второй день был настоящий, и третий день это мегатренды, значит, будущее. И когда работа по мегатрендам тоже шла, там оценщики тоже увидели, насколько наши видят будущее, какое развитие вот Якутия предлагает. И там они были уникальные предложения, мы эти предложения вшили в колбу такую, да, будем передавать главе республики. И еще эту карту такую поменяли, которую футурологи мировую сделали, наши сделали, совсем другое направление. Мы эту карту заново печатаем для тех, которые участников, которые в следующем году придут. И они увидят то, что предложили вот этого года участники. Мне вот еще интересно, 25 победителей, 3 как бы суперпобедителей, да? Да-да. Вот чем... Ну, в чем отличие это? Какие супер-супер, это вот какие плюшки? Они просто внутри себя знают, что они лучшие из лучших? Или... Они получили кубок. Все 25 они будут рекомендованы войти в состав
в резерв управленческих кадров. А 3, ну, это абсолютных победителей. Они получили ценные призы, и им... будем считать, что им гарантировано включение в кадровый резерв управленческих кадров. Ну, Да. тут, наверное, какие-то баллы экспертов решали, да, кто первый, кто второй, Да, кто безусловно. третий, да, кто победитель. Не какие-то, а вот эксперты прямо абсолютными, да, почему они стали? Потому что они намного выше баллы набрали, намного, чем остальные вот 22 участника. Поэтому это люди, которые взяли наилучшие, ну, наивысшие, наверное, оценки по всем 7 компетенциям. По всем 7. А это редко бывает. Ну то есть получается, что это решалось во время всех этапов, да? То есть не Конечно. только в финале, а уже, ну, примерно Да, заранее да. вы понимали на этапе предварительного тестирования, да? Ну, смотрели еще и видеопрезентации, смотрели все. Всю оценку от начала конкурса с 1 июля, прямо как они проходят тесты, как просто общесознание проходит. Любые тесты вот имели значение. И не только вот в финале пришли, и там они такие умные, все прошли, кейсы решили, и все, они в финале. Нет. И решались и те вопросы, которые вот по каким баллам они сдавали именно тесты. А конкурс будет ежегодным? Да, надеюсь, ежегодный. Да, Конкурс. Да, планируем проводить ежегодно в следующем году тоже. Ну тогда у меня, наверное, последний вопрос к победителям. Что вы посоветуете тем, кто думает принять участие в следующем конкурсе? Ну, наверное, не сомневаться, а пробовать в первую очередь, да? Потому что за всю жизнь я никогда не участвовала в подобных конкурсах. В этот раз решилась и достигла абсолютно. И сразу победила. Да, может быть, когда-то раньше сомневалась, но сейчас вот самоутвердилась, так скажем. Поэтому конкурс открытый, любой желающий может принять участие, попробовать себя. Ну, если даже не пройдут, я так думаю, что не отчаиваться. Может, это найдется уже другой профиль, где они будут лучше. Спасибо. Ну, вот как говорится, да, дорогу осилит идущий, нужно обязательно вот пробовать. Вот как, ну, в данном случае Нургуль Афанасьевна, вот она приняла участие первый раз и выиграла. Я же до этого участвовал уже в «Талантах Якутии», там моя команда заняла 2 место. Ну, вот после этого были сделаны какие-то выводы, уже работал в определенном прям направлении целенаправленно. Ну и вот результат, так скажем, не дал себя долго ждать. Ага, то есть примерно уже понимали, Да. что... Ну и всем, кто желает, кто хочет участвовать, это нужно быть собой, нужно работать тоже, чтобы целенаправленно идти вот к этому. Ну вот Нургуна сказала, что у нее уверенность в себе прибавилась, а у вас что прибавилось? Однозначно. Так, и Рустам, если с нами на связи. Да, я бы хотел добавить, что даже проживая где-то в населенном пункте, до которого добираться очень тяжело, ну, как у нас вот в арктической зоне, все равно можно принять участие в данном конкурсе и успешно о себе заявить. Да, и Поэтому все жители нашей республики, вне зависимости от территории проживания, могут принять в этом участие. Поэтому я вот советую не думать, что если где-то живешь далеко, то нет возможности. У каждого есть шанс. Ну что ж, спасибо. На этой ноте мы поставим точку. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.